сейчас на эту сцену с огромным удовольствием приглашаем мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и президента Республики Татарстан Рустама Владимировича Миллиана. Такое светлое и волнующее событие. У нас в гостях в Москве республика, замечательная республика, которая нас связывает очень тесные, дружеские, деловые связи. Москва и Татарстан всегда тесно сотрудничала, но последний год это сотрудничество, я думаю, что стало кратно более интенсивным. Мы подписали с Рустамом Галеевичем соглашение, новую программу действий, и немедленно ее начали притворять в жизнь. Уже было сказано, были проведены дни Москвы в Татарстане. Сегодня Татарстан приехал к нам в гости. Но, конечно, помимо праздников и концертов, это, конечно, огромная программа взаимодействия, которая касается всех и москвичей, и жителей Татарстана. Москва является крупнейшим потребителем всего, что происходит в Татарстане, его города, предприятия. Мы только в этом году закупаем тысячи единиц машиностроительной техники, огромные объемы нефтехимии, у нас огромное поле сотрудничества в социальной сфере. Тот неоценимый опыт управления, который приобретен в Татарстане последние годы, конечно, также востребован и в Москве. Татарстан добывает значительную часть своей продукции сельского хозяйства в Москве, и мы потребляем практически весь набор этой продукции, за исключением одного напитка под названием кумыс. И сколько я не уговариваю, Рустам Галеевич не успевает, не может, нам самим не хватает. Но я думаю, что мы это тоже исправим. Но, пожалуй, самое главное, что роднит наши регионы, это люди. В Москве татарское население составляет, по разным оценкам, более 500 000 человек. И это те люди, которые работают в самых различных сферах нашей жизни. В здравоохранении, в образовании, на транспорте, в наших предприятиях и заводах, в Академии наук, в научно-исследовательских институтах и так далее. Это, конечно, тот неоценимый потенциал, который является неотделимой частью Москвы. Я думаю, что культурные и социальные связи с Республикой Татарстан поможет еще более усилить этот потенциал. Усилить потенциал обоих регионов во славу нашей России и во благо всех жителей Москвы и Татарстана. Рустам Ильич, спасибо вам огромное, вашей команде, за ту настойчивую работу по совместному сотрудничеству. Спасибо всем большое. и ярмарку ходили, и круглый стол, и все, что
есть в Москве, и на самом высшем уровне нас сегодня очень хорошо встречают. Большое спасибо. И, конечно же, мы и как Татарстан здесь представляем, и, конечно же, огромное количество татар проживает здесь, не только татары, и другие национальности, которые уехали от нас, и татары, которые никогда в Татарстане не были, и считают Казань своей родиной. Поэтому нам очень важно иметь такие контакты. То соглашение, которое мы подписали, оно работает. Москва и Татарстан по прошлому году 40 миллиардов товарооборота. Уже 10 месяцев 45. Это самый крупный оборот, который есть у нас у Татарстана. Поэтому мы очень надеемся, Сергей Семенович, что сегодняшний круглый стол мы детально обсудили все там поставки, что мы можем. Мы просили, чтобы я и вы этот протокол подписали, или будет некий такой дорожный карты, куда мы будем двигаться. А мы хотим сказать вам большое спасибо, Виктор Рахман, и пожелать успехов вам и вашей команде. Можно поаплодировать за это дело. А мы подарим вам леопарда. Леопард здесь, сертификат тоже должен быть здесь. Итак, программы Любимовского республики Казахстан от имени правительства Москвы Казанскому зоопарку был подарен белый медведь. А сегодня известному во всем мире Московскому зоопарку вручается дар дальневосточный леопард по кличке Харви. И это медицинский сертификат на приобретение звукового и светового оборудования для Татарского культурного центра Москвы вручается председателю региональной Татарской национальной культурной обороны Москвы Василию Сулеймановичу Акулову. Әлбәттә, менә безгә Мәскәүдә монда бик Мәскәү хуҗалары белән яхшы эшләр кирәк. Менә Сергей Семенович бездә бөтен мәсьәләдә дә ярдәм иткән булса, нәкъ сайлау вакытлары. Шуңа күрә бу үзебездән эше, моңа булышырга кирәк.
Шереманова. Батыржан арасы. Рождение личности, которое выразит в своих произведениях душу нации, во всей ее глубине, самобытности и неповторимой красоте, подлинное счастье для культуры каждого народа. Певцом души татарского народа стал Габдулла Тукай, великий поэт и публицист, написавший пронзительные строки «Несчастье татар дороже всего». Күңел берлән сөйгән бәхтен татарның, күрергә җанлы вакытын татарның, татар бәхте өчен мин җан атармын. Татарның үзем дә чын татармын. Значимость творчества Тукая трудно переоценить. Мы рады, что сегодня поэзия Тукая и музыкальное приношение в его честь звучат в этом зале. Композитор Резеда Ахиярова ария Тукая из оперы «Любовь поэта» исполняет Ахмед Агади.
исполняют учащиеся Казанского полиграфического училища.
шақлар бар, әмме жанда юып шиз тартылмас, ізін қалдырырлық таплар бар. Яши біліп, яшап болсайды, хиянәтсіз болса яратып, тұрмыш юлын күтер идім, күтушілер болса жанатып, тұрмыш юлын күтер идім, күтушілер болса жанатып. Бізді яратқан әрірніп білай, әбіз ятлар үшін күйебіз, язмыш деген сылтау табабызда, бір ерекні ұнға тіләбіз. Яши біліп, яшап болсайды, хиянәтсіз болса яратып, тұрмыш юлын күтер идім, күтушілер болса жанатып, тұрмыш юлын күтер идім, күтушілер болса жанатып. Сұңғысы деп қылған күнәхлар бар, сағышлар көп, үзәк үзәрлік, уақыт жеткеш түзәтілір деген, ялғышлардан бәйләм түзәрлік. Яши біліп, яшап болсайды, хиянәт